Меня зовут Семенова Мария Александровна. Я ученица 8 Б класса Сахагимназии города Якутска. Этим летом я участвовала в проекте Малой академии наук «Научное лето 2020 онлайн». Мой руководитель Екатерина Николаевна Сивцева, учитель географии МАБУ Сахагимназии, куратор Елена Ивановна Троева, кандидат биологических наук. Мы выбрали тему «Аптечка под ногами. Лекарственные растения». Потому что во время пандемии нельзя было куда-то пойти. И мне стало интересно, какие лекарственные растения могут расти на нашем дачном участке. Известно, что флора Якутии насчитывает порядка 2000 видов высших сосудистых растений. Из них более 300 видов лекарственные. Но мы обычно не задумываемся, есть ли у нас во дворе, как они выглядят, называются и можно ли их использовать для лечения. В ходе нашего исследования мы: первое. Сделали описание места произрастания растений. Наш участок находится в смешанном редколесье с нормальным увлажнением, почва глинистая, суглинистая. Поверхность земли ровная, без уклона. Участок солнечный, осадки умеренные. Второе. Изучили растения во дворе, сделали их фотографии и определили лечебные свойства. Здесь произрастает 12 видов лекарственных растений. Самое большое семейство – разноцветные, 25%. За ними идут бобовые, 17%. Остальные произрастают в единичном виде. Третье. Нами создан научный гербарий. Четвертое. Мы провели анкетирование 2 семей в составе 11 человек. Среди них были представители различных возрастных категорий и социального статуса. В результате анкетирования удалось установить, что большинство людей знают, какие лекарственные растения растут в их регионе, но не знают, как они выглядят, как их правильно собирать, хранить и использовать. Этих растений гораздо больше, чем мы все думаем. Полезных свойств также гораздо больше. Про растения большими знаниями обладают бабушки и мама, а папы и дети меньшими. В своей работе мы использовали такие методики исследования, как наблюдение, описание, изучение научной литературы, составление гербария, анкетирование, анализ и сравнение. О наших исследованиях я докладывала на региональной конференции «Видеомост Калининград-Камчатка» Банк идей 19 и 26 июня. Также наша работа заняла 2 место в номинации «Презентации» по Республике Саха-Якутия на всероссийском конкурсе «Познаем Россию и мир с русским географическим обществом» в декабре 2020 года.